Гибридные электростанции в Момском районе перешли на солнечные панели. В Северном Улусе сейчас их используют в 4 населенных пунктах. Напомним, станции установили осенью прошлого года. Подробнее в материале Светланы Амосовой. Самой крупной в мире станцией на солнечных батареях с заполярным кругом является энергокомплекс в селе Хану Момского района. Он был запущен на полях Восточного экономического форума в сентябре прошлого года. Такие станции установлены в 4 поселках – в Чистом, Тёбюлях, Хону и Чебагалах. С приходом весны комплекс автоматически перешел на солнечные панели. Теперь в дневное время дизель отключается и начинает работать на солнечных батареях. Потребитель абсолютно не замечает вот этих вот переходов, они абсолютно плавные, даже лампочка нигде не дергается. Персонал уже начал более-менее осваивать. Можно сказать, мы прошли самый пик морозов. В Якутии были сильные морозы, прошли хорошо. Использование и накопление солнечной энергии позволяет снизить расходы дизельного топлива. Они экономичные и экологически чистые. Обычно в это время в поселке потребляли в сутки 9 тонн дизельного топлива, а сейчас расходуется около 4–4,5 тонн. Это на 50% меньше. Оказывается, очень полезные панели. Столько экономии на дизеле. Эти панели дают до 200 киловатт энергии. В летнее время полностью обеспечивают поселок. Наши дизели не будут работать. Будем только на солнечных батареях и в тишине. По словам сотрудников станции, панели не требуют сильного ухода. Достаточно вовремя чистить снег и контролировать подачу света, следить за дизелем. Весь комплекс находится на автоматическом управлении. В сентябре приезжали инженеры и обучали нас всей программе и как правильно работать на компьютерах. И уже с того времени работать стало намного легче. За 7 месяцев гибридная электростанция зарекомендовала себя с лучшей стороны. Вся конструкция установлена по ходу солнца, чтобы максимально использовать весь солнечный свет и переработать ее в энергию. Мощности панелей хватает для обеспечения свыше 4000 жителей Момского района. Отметим, что данный проект реализован по поручению главы республики Айсена Николаева. В дальнейшем компания «Русгидро» планирует в регионе до 2025 года установить подобные станции в свыше 70 населенных пунктах. Светлана Амосова, Лилия Уваровская, Момский район.